Весна приносит не только тепло солнечных лучей, но и долгожданное событие для многих семей — начало записи детей в первый класс. Каждую весну, а в этом году это 30 марта, начинается приемная кампания для зачисления в первые классы. До этого, в феврале месяце, в муниципалитете издается постановление, которое закрепляет за каждым домом нашего города определенную территорию, определенную школу. Сегодня к приему первоклассников готовятся 4 общеобразовательных учреждения города. Это школа номер 8, лицей номер 1, гимназия 2 и гимназия 3. Заявление о приеме детей в первый класс можно подать несколькими удобными способами. Приоритетное преимущество многие родители отдают сервису госуслуги. Все дело в том, что этот сервис позволяет без лишней бюрократии, без лишнего копирования бумаг сразу отправить все необходимые документы в то учреждение, куда планируется зачисление ребенка. Самый важный вопрос, который стоит перед родителями: а когда нужно подать документы? Так вот, 30 марта начинается первый этап зачисления. Он касается тех детей, которые проживают на закрепленной территории. Говорю еще раз, эти территории определены постановлением, которое есть и на сайте отдела образования, и на сайте администрации, и есть в каждой школе. Это касается младших братьев и сестер, чьи старшие братья или сестры уже учатся в указанном учреждении. Даже если вы не проживаете на закрепленной территории, вы пользуетесь правом приема в первую волну. Первая волна длится до 30 июня. То есть достаточно большой период времени, чтобы родители смогли собрать документы, написать заявление, подать это заявление. Как можно это сделать? Ну, о преимущественном праве через госуслуги мы уже сказали, и о том, что это удобно. Другой способ, он менее удобный, но все равно существует. Это прийти лично и написать заявление на бумажном носителе, оставить его в приемной. Но тогда получается, что необходимый пакет документов нужно будет потом доносить. Какие документы требуются от будущего первоклассника, об этом вам скажут в школе. Пакет документов единый, его никто не увеличивает, но там необходимые документы, которые нужно приложить к личному делу будущего ученика. Ну и есть такой способ, кому и госуслуги недоступны, кто не может прийти, он может послать заявление на зачисление своего ребенка почтой России. Это заявление тоже будет принято, и ребенок будет зачислен. На сегодняшний момент на госуслугах удобно отслеживать статус заявления. То есть это заявление принято, ребенок зачислен. Приказ о зачислении издается в конце весны, в июне месяце издается приказ о зачислении, и после этого школа выставляет свободные места. Вот вторая волна уже для всех желающих. Независимо от того, где проживает ребенок, родители могут его зачислить в первый класс в любую образовательную организацию, где остались свободные места. На сегодняшний момент у нас есть образовательные организации, у которых достаточно маленькая территория собственная. Например, у гимназии 2. Там закреплено не так много домов, не такая большая территория, как раз для того, чтобы жители всего города смогли спокойно быть зачисленными. Основная волна учеников первого класса в гимназии 2 и в гимназии 3 зачисляется уже во вторую волну, то есть с 5 июля до 5 сентября. Конечно, мы не призываем родителей дожидаться 5 сентября, потому что учебный год у нас все-таки начинается 1 сентября, и предлагаем определиться с учреждением, в которое планируется зачисление ребенка, либо подать заявление по закрепленной территории, либо дождаться второй волны и подать заявление в любое образовательное учреждение. Сразу скажем о том, что по закрепленной территории ребенок обязан будет зачислен, обеспечен местом при любых условиях. За это родители могут не волноваться. Ни один первоклассник не останется за бортом. Каждому найдется место в первом классе.
Своевременная подача заявления – гарантия успешного и комфортного начала школьной жизни ребенка. В современных условиях многие родители проявляют осознанную ответственность и не откладывают подачу заявлений в первый класс, понимая важность этого шага. В этом году мой ребенок идет в первый класс, и в детском саду мы узнали о том, что мы по прописке прикреплены к лицею номер 1, и мы планируем подавать заявление о приеме 30 марта на госуслугах. Я уже уточнила также через госуслуги, какие необходимы документы для подачи заявления для приема в первый класс. Вот, и мы планируем не откладывать это дело и 30 марта подавать заявление. На госуслугах я просто зашла в чат-бот и написала, какие документы необходимы для приема в первый класс. Он тут же выдал мне перечень, и все просто и доступно. С 18 марта на госуслугах можно будет заранее подготовить черновик заявления для записи ребенка в первый класс. Окончательная подача заявления откроется 30 марта в 9 утра. Чем раньше вы подадите заявление, тем лучше. Школы принимают во внимание очередность поступления заявок. Запись в первый класс – это не просто формальность, а важнейший шаг на пути к взрослой и успешной жизни детей. Ведь школа для маленьких интинцев – источник вдохновения, место, где рождаются крепкие дружеские связи и происходят самые яркие открытия.